Накануне горящие леса в Верхоянском районе осмотрел глава республики в ходе своей рабочей поездки. Как ведут работы и кто борется с огнем, расскажет наш корреспондент Юрий Осипов. Сотни тысяч гектаров таежной зоны Верхоянского района сегодня подвержены огненной стихии. Глава региона Айсей Николаев совершил облет территории, где бушуют лесные пожары. Здесь сейчас самая горящая это была вот это Арангастах. Первая точка Арангастах была, потом распространилась в сторону Тавалашского наследия, там Эбе, Агар, вот такие. В Тавалахском наследии в местности Эбе Айсей Николаев встретился с местными жителями, которые сегодня задействованы на борьбу с огнем. Разрыв в том году. Разрывы сделали где-то на 20 километров. Здесь рядом есть ручей до него, а дальше техника не может проехать. Поэтому с другой стороны пошла другая бригада. Воды нету нигде. И еще одна проблема, что нету большой техники. Это очень плохо. В Адытчинском и Табалахском наслегах сегодня действуют сразу несколько пожаров. Очаги возгорания здесь появляются чуть ли не каждый день. Площадь возгорания очень большой, самый большой населенный пункт, который пострадал от ландшафтных и лесных пожаров. Это Адытчинский наслег. Но мы все мероприятия по локализации выполнили. Сейчас ведем мониторинг и патрулирование, караулирование из числа местного населения. Сразу после облета территории глава региона в оперативном режиме провел заседание КЧС, где сообщил, что на помощь местному населению дополнительно будут переброшены еще 20 человек. Я вижу, что на самом деле по местным администрациям работа по мобилизации населения тоже организована. И сегодня свыше 300 человек работают уже постоянно на ликвидации, локализации пожаров. Вместе с тем, конечно же, потребовалось еще ряд решений сегодня принять по выделению дополнительного топлива, по выделению дополнительных средств для того, чтобы более оперативно все-таки мы могли решать вопросы по пожаротушению. Отметим, сегодня лесные пожары, бушующие на территории Верхоянского района, не угрожают жизни и здоровью населения. Режим повышенной готовности и режим ЧС все еще действует на территории района. Между тем, основной причиной возникновения пожаров называют сельхозпал и человеческий фактор. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Абатагай, Верхоянский район.